Здравствуйте! В эфире новости на телеканале ТУВА-24 в студии Чинче Кашпукол. И сегодня в выпуске. Удары топором и поиски тела в одном из районов Тувы жестоко расправились с несовершеннолетним. В одном из микрорайонов столицы завершается строительство нового спортивного зала. Где он находится и когда распахнет свои двери, расскажет Айра Сад. В Туве стартовали мероприятия, приуроченные ко Дню тувинского языка. В республике продолжаются рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению административных нарушений при свободном выпасе скота. А теперь об этом и не только, более подробно. В селе Буренхем Кахемского района произошло жестокое убийство. Двое взрослых мужчин расправились с 17-летним подростком и избавились от тела потерпевшего. С подробностями Мерген Аюн. Обычное застолье с горячительными напитками в присутствии хорошо знакомых людей. Казалось бы, что может случиться? А случиться может все, что угодно. Так, по улице Енисейской в селе Буренхем двое взрослых мужчин в ходе возникшей ссоры убили 17-летнего подростка. 22 октября текущего года в правоохранительные органы Кахемского района поступило сообщение местной жительницы о безвестном исчезновении ее несовершеннолетнего сына с 20 октября текущего года. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Республике Тыва возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это убийство. И благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям было установлено, что к совершению данного преступления причастны двое местных жителей. По версии следствия, в ночь с 19 по 20 октября в частном доме двое мужчин вместе с 17-летним подростком выпивали горячительные напитки. В ходе застолья между подростком и одним из взрослых, который, как выяснилось, был его родственником, возникла ссора, переросшая в драку. В ходе потасовки мужчины поочередно ударили по голове юноши обухом топора и ударили ножом в грудь. После совершения преступления подозреваемые сбросили бездыханное тело в реку. Поисковые работы были организованы в районе Коктейльского моста вниз по течению реки Енисея. Всего обследовано 25 километров, 11 островов. Кроме этого, беспилотной авиацией было произведено 6 полетов. В районе Коктейльского моста в лесном массиве спасателями были обнаружены личные вещи. Почему подросток без присмотра родителей вышел из дома в позднее время? Ответ на этот вопрос выяснит служебная проверка, организованная межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних при региональном правительстве. Предварительная информация, к сожалению, показывает о том, что именно в этот день несовершеннолетний оказался дома, хотя он обучается в образовательной организации среднего профессионального образования. В рамках служебной проверки будет дана оценка деятельности воспитательного блока, не только техникума, но и Министерства образования. В настоящее время мужчина задержан. В суд направлены материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Поиски тела продолжаются. Мерген Аюн, Буян Аюн, Азамат Очур, телеканал ТУВА-24. К другим темам. В Туве стартовали мероприятия, приуроченные ко Дню тувинского языка. Напомним, что дату ежегодно отмечают 1 ноября. Сегодня в школе номер 2 поселка Кахем педагогический состав и учащиеся проверили свои знания по родному языку, написав этнокультурный диктант 3 ценности. Справились ли с заданиями участники, расскажет Айра Сад. Сохранение, поддержка, развитие и популяризация тувинского языка. Учителя биологии, физики, химии, математики, географии, истории и других предметов сегодня сели за парты, чтобы проверить свои знания по тувинскому языку. Этнокультурный диктант 3 ценности написали более 30 учителей второй школы ПГТ Кахема. Сложность заключалась в том, что вопросы были по истории Тувы, о возникновении тувинского языка, о принятии законов, первой конституции тувинского народа и так далее. Самое сложное были вопросы, касающиеся географии Тувы, потому что были сложности с переводом. Времени хватило, написала, думаю, что на хорошо. 3 части, 30 вопросов и всего 1 час. Как отмечают организаторы, диктант сложный и требует подготовки. Этнокультурный диктант 3 ценности написали и в районах республики. Институт развития национальной школы совместно с региональным ресурсным центром федерального проекта «Навигаторы детства» принимает участие в этнокультурном республиканском диктанте 3 ценности. В общем, в 19 районах Республики Тыва, 173 школ, 13 профессиональных средних
средних образовательных учреждениях активно проводят совместно с учителями тувинского языка этнокультурный диктант «Три ценности». Считаю, что наш коллектив очень грамотный, и они на хорошие результаты напишут. Кроме педагогов, этнокультурный диктант написали и школьники старших классов. Вопросы нормальные, мы эти темы проходили, так что без сложностей там. Был довольно трудный для меня, потому что я не знаю года, когда образовался город. Некоторые вопросы, конечно, сложные, но в целом нормально. В регионе День тувинского языка отмечают с 2016 года. Инициатор праздника родного языка и ведения даты – народный писатель Тувы Александр Даржай. Итоги диктанта подведут 1 ноября. Айра Асад, Владимир Суртюк, Азамат Очур, телеканал Тува-24. Проведение научно-практической конференции «Клубные учреждения России на стыке теории и практики» стало значимым событием в области культурно-досуговых учреждений Тувы. О приоритетных задачах конференции расскажет Айсана Саян. В конференции участвуют приглашенные гости из соседних регионов Красноярского края и Хакасии. Цель конференции – развитие клубной деятельности и популяризации культурно-досуговой жизни жителей сельской местности. Мы с вами знаем два президентских фонда. Фонд президентских грантов и президентский фонд культурных инициатив, где вы можете получить на конкурсной основе до 5 и более миллионов рублей на реализацию. Поскольку я являюсь и разработчиком, и координатором двух президентских грантов, я знаю, что это реально. Мероприятие проводится в рамках 75-летия юбилея организатора Республиканского центра народного творчества и досуга. Для нас, наверное, сейчас очень полезно узнавать новые тенденции работы культурно-досуговых учреждений. И еще, тем не менее, показать себя, именно опыт работы своих клубов. На конференции рассмотрели вопросы клубной сферы, озвучили основные проблемы развития культурно-досуговых учреждений. Также говорил о туристическо-рекреационном направлении в деятельности учреждений культуры клубного типа, поскольку это актуальное направление, и оно взято на вооружение очень многими домами культуры, включая и учреждения культуры вашей республики. По итогам конференции приняли резолюцию, направленную на развитие клубной деятельности в современных аспектах. Руководители культуры районов уже на местах будут применять полученные знания. Айсана Саян, Буян Аюн, Ангар Кужугет, телеканал Тува-24. На правом берегу столицы завершается строительство нового физкультурно-спортивного зала. Объект возводят в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» или «Я выбираю спорт». Когда распахнет свои двери спортивный зал и какие секции откроет для детей, узнавала Айра Асад. На стройке нового спортивного зала работа кипит. Бригада обязуется уложиться в сроки. Объект возводят в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт». Общая стоимость спортивного зала – 97 миллионов рублей. У нас уже стоит коробка здания. Подведены все наружные инженерные сети. Это получается у нас водоснабжение. Сейчас ребята прокладывают трубы. Это у нас теплоснабжение. Мы планируем, что здесь будут проводиться секции по баскетболу, по мини-футболу, по волейболу и по различным игровым видам спорта, которые могут проводиться на таких площадях. Планируется, что физкультурно-спортивный объект заработает уже в январе следующего года. И здесь как раз-таки по задумке людей, которые придумали этот федеральный проект, больше будет заниматься трудоспособное население, но также будет время для наших детей. На сегодняшний день активно ведутся работы по благоустройству, идет подготовка для прокладывания асфальта. В скором времени рабочие уже займутся монтажом спортивных площадок. Вокруг здания будет обустроена беговая дорожка, баскетбольная и волейбольные площадки, а также место для сдачи норм ГТО. Это значит, что все желающие могут приобщиться к спорту. Сегодня на стройке трудится более 30 рабочих. Срок у нас до 25 декабря. Мы должны успеть это время. Ну, до холодов мы хотим по-быстрому закрыть асфальт и начинаем крошку ложить. То есть это основное, конечно, самое главное, проблематичное, здесь у нас сейчас холода будут. Мы будем это успевать, конечно, у нас идет даже ночная смена. А внутри здания уже здесь остается у нас что? Окна ставить. И к отоплению уже у нас почти что 99%
котел привезут, все установят. Это материал сэндвич-панель называется полностью. Ну, это металлоконструкция, собирается как, карточные домики собираются вот так. Но она принимается тоже давно, уже в России. Это очень хороший материал и устойчив в холода. Очень хороший. Ну и возведение очень быстро идет. Место нового спортивного зала выбрано не случайно. На правом берегу столицы альтернативного места для занятий спорта действительно нет, разве что пришкольные спортивные помещения. 2 дня назад объявили итоги заявочной кампании 2024 года. Республика Тыва также участвовала в этом конкурсе. Примечательно, что мы единственные, кто принимал участие в данном конкурсе Сибирского федерального округа. На следующий год у нас защищены федеральные средства для того, чтобы построить такой же зал. Это район пересечения улиц Байхакской и Иркутской. Мы планируем поставить такой же спортивный зал. Создать для жителей города комфортные условия для занятий спортом и сделать уверенные шаги к приобщению как можно больше людей к здоровому образу жизни и физической активности. Вот основные цели и задачи, которые могут быть решены с открытием спортивного зала. Общая площадь более 850 квадратных метров. На сегодняшний день объект уже готов на 60%. По информации регионального министерства спорта, строительство завершат уже к концу этого года. Айра Асад, Владимир Сюрток, Азамат Очур, телеканал Тува-24. Административная комиссия Агдабурака с целью обеспечения дорожного движения на территории городского округа были приняты меры по информированию владельцев сельскохозяйственных животных о безопасном маршруте прогона скотов и наличии световозвращающих элементов у животных. Рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению административных нарушений проводятся также совместно с ГИБДД Барунхимского района. Несмотря на то, что нарушений у граждан не выявлялось, тем не менее работа с населением активно ведется. Если выявили нарушение именно по данному вопросу, то есть статья 5.3 Кодекса об административных правонарушениях Республики Тыва, принимается мера штраф, либо предупреждение для владельца непосредственно скота. Штрафные санкции, размер? От 2000 до 3000 для физических лиц, для юридических в 10 раз больше, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Напомним, ранее глава Тувы Владислав Хавалык поручил властям муниципалитетов проработать меры по борьбе с бесконтрольным выпасом скота. В рамках губернаторского проекта «Социальный уголь» более 50 семей города Агдабурак получили помощь в виде твердого топлива. Как работает топливный склад и кто получил поддержку, расскажет наш корреспондент. В Туве по инициативе главы Тувы Владислава Хавалыга уже не первый год функционирует проект «Социальный уголь», по которому многодетным и малообеспеченным семьям республики бесплатно доставляют твердое топливо и дрова. Так в Агдабураке соцпомощь семьи получили в полном объеме. Всем семьям в начале сентября были розданы уголь по 2 тонны. Сколько семей? 55 семей получили от города. Также в районах Тывы подготовка к отопительному сезону проходит в штатном режиме. Доставка топлива обеспечивает единственный поставщик ГУП «Транспортный сервис» и проект. На один отопительный сезон в Агдабураке расходуется 4500 тонн угля. Имеется запас на зиму более 60 тонн. Сами возим на КАМАЗах чаданского угольного разреза. Как отмечает социальный работник Агдабурака, по благотворительному проекту «Неотложка каменный уголь» получили 4 человека. Это пенсионеры с доходом ниже прожиточного минимума. Получатели реагируют очень хорошо. Они так радуются, что о них заботятся и не забывают. По губернаторскому проекту «Социальный уголь» в Туве в этом году бесплатное твердое топливо получили более 3600 семей. На соцпомощь из регионального бюджета выделили свыше 30 миллионов рублей. Айсана Саян, Чинчик Кашпукол, Владимир Сюртюк, Софья Сая, телеканал Тува-24. И в продолжение серии репортажей из Агдабурака, где был дан старт ежегодной межотраслевой спартакиаде среди трудовых коллективов, организаций и учреждений. В спортивных баталиях сражались несколько десятков человек. Побывала на мероприятии и наша съемочная группа. 18-я по счету спартакиада трудовых коллективов собрала 23 команды участников. В своей сборной выставили разные организации и предприятия Агдабурака. Площадкой для спортивных баталий стал городской лицей. Самое главное – это популяризация спорта,
образ жизни. И те цели, которые мы ставим, уже по практике мы можем сказать, что мы всегда достигали. Значит, популяризация спорта, если так говорить, у нас там около 15 видов спорта. Принимают участие там по различным возрастам, то есть это один из требований положения. В этот раз соревнования проходили в двух видах спорта – дартс и перетягивание каната. Последний – самый зрелищный и напряженный вид спорта. Как участники, так и болельщики получили мощный заряд адреналина. Как отмечают организаторы спартакиады, соревнования долгосрочные, то есть состязания по разным видам спорта продлятся вплоть до весны. Большинство участников готовятся к соревнованиям в течение всего года. А главная цель – привлечь к занятиям физкультурой как можно больше жителей Агдувурака. В настоящее время спорт – норма жизни, правильно? Активное участие, укрепление здоровья, да, в первую очередь, и, соответственно, новые друзья, товарищи образуются. Спорт сплачивает людей, правильно? И, с одной стороны, это хорошее средство активного отдыха. По итогам дня самыми меткими в игре «Дарт» стала команда Росгвардии. В перетягивании каната сильнейшей оказалась сборная Барунхимческого Мишкожунова медицинского центра. Теперь спортсмены с новыми силами приступят к своим профессиональным обязанностям и параллельно будут готовиться к следующему этапу спартакиады. Команда молодежи Кызыла совместно со студией «Артхау» вдохнули новую жизнь в дом по Щетинкино-Кравченко. Новый молодежный арт-объект в свободном стиле восхищает своим содержанием. О том, что изображено на здании, расскажет наш корреспондент. Город становится ярче. На фасадах зданий появляются новые произведения уличного искусства. Проекты социальных граффити воплощают в жизнь резиденты творческой студии «Артхаб» при поддержке Департамента молодежной политики мэрии Кызылы. Это граффити. Все 3 наших рисунков подготовить и выпустить ко Дню молодежи. И так как было трагическое происшествие, и День молодежи мы перенесли на 8 июля, и по таким причинам мы перенесли этот арт-проект «Молодежь Кызыла» на осень, то есть на сегодняшний день. Все согласовано с властями города, молодежь активно тоже будем рисовать. Молодежный арт-проект в свободном стиле восхищает своим содержанием. Со слов организаторов, граффити представляет собой символ молодости и силы женщин. Изображение совы олицетворяет мудрое руководство и охрану нашей республики, а девушка с флагом Тувы выражает патриотизм и гордость за малую родину. Чашка молочного чая символизирует гостеприимство и уважение к народным традициям. Ребята с департамента молодежи позвали нас и обсудить, как провести День молодежи. И там была идея порисовать граффити. Мы ребятам предложили, что если граффити рисовать, то уже на нормальном уровне. В столице Тувы планируют создание еще 2 новых арт-объектов. Первый на теплоузлах ТЭЦ по улице Байкакская, второй на здании дома по улице Чульдума. В последнем случае это будет граффити, посвященный участникам специальной военной операции. Айдана Сенденма, Чайхан Донгак, Дарина Даргат, телеканал Тува-24. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Чинчика Шпукол. До скорых встреч.